Как только фонд заработал, заявки на получение дешевых кредитов собрались подавать тысячи предпринимателей. Однако большинство из них столкнулись с неприятным обстоятельством. Минимальная сумма заема составляла $3 миллиона. Компаний с таким капиталом в республике – единицы. Позже кредиты стали выдавать и мелкому бизнесу. Но многие предприниматели успели разочароваться в проекте. Фонд очень долго, я считаю, раскачивался. Просто был упущенный момент, когда все готовы были что-то делать. И вот сегодня уже я же опять говорю, все, кто-то планировал что-то делать, все уже чуть остыли, потому что упали продажи, упали объемы, да. Брать кредит в Кыргызско-Российском фонде развития Уран не хочет. Процентная ставка, по его словам, далеко не льготная. Фонд вообще мало чем отличается от обычных банков, считает бизнесмен. И выплачивать 12% годовых во время переходного периода не каждый предприниматель сможет. Но у нас будет, я думаю, хуже с вопросом экспорта. С 2017 года в Таможенном союзе я так по своей отрасли вам скажу, по пищевой части, они уже будут требовать не просто качество по ГОСТу, уже будут требовать качества соответствия принципам ХАСПа. Да? Мы одно дело пытаемся закрепиться в Таможенном союзе, работу свою по вопросу поставок продукции, но в то же время пытаемся не упустить те рынки, на которых мы уже работали. Да? В руководстве фонда объясняют, кредит в суммах, процентные ставки минимальные. Таких ни один комбанк не предложит. $20 миллионов организация уже выдала бизнес-структурам. Всего общий капитал РКФР составляет $1 миллиард США. На сегодняшний день фонд одобрил 5 крупных инвестиционных проектов на сумму $25 миллионов США. Это компании в сфере птицеводства, в сфере текстильного производства, также предприятия из сферы авиаперевозок. Эксперты, однако, считают, что деньги осваиваются очень медленно. В условиях стремительного падения роста экономики эти средства пришлись бы очень кстати. За нерасторопность руководство фонда даже грозились поменять. Однако председатель организации Нурсула Ахметова не раз объясняла, работать быстрее мешают партнеры. На все процессы принятия решений пытается влиять Минфин России. И, похоже, если стороны не скоординируют свою деятельность, ожидание тысяч бизнесменов грозит оказаться очередным геополитическим разочарованием. Дюбек Бегалиева, Азат Интумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.